Своих не бросаем, всего лишь 3 слова, но в них всей истории вечная суть. Своих не бросаем, так было и будет. Так случилось, что над нашей отчизной вновь сгущаются тучи зла, ненависти и коварства врагов. Сегодняшнее поколение наших соотечественников, как и в былые времена, достойно отстаивают рубежи страны. Они сегодня там, на передовой, где решается судьба нашей Родины. Общественное волонтерское движение «Добровольцы» Республики Саха-Якутия образовано 20 мая 2023 года в целях поддержки наших земляков, бойцов, участников специальной военной операции. Организаторами и руководителями являются Светлана Архипченко и Галина Васильева. Если в начале своей деятельности волонтеры занимались только плетением маскировочных сетей, то сегодня они шьют дополнительные экипировки, костюмы, плащ-палатки, тепловизионные одеяла, вяжут носки. Кроме этого, закупают медикаменты, продукты питания и многое-многое другое. Недавно руководитель объединения добровольцев Светлана Архипченко приехала с командировки из Новоазовска. 14 декабря 2025 года я уехала в командировку, уехала на 2 недели, и как получилось по факту, что я была там 2 месяца. Вот. Я, конечно, за лентой прямо не была, потому что меня туда никто, у меня нет таких полномочий, чтобы я там приезжала. В таких каких-то страшных ситуациях, конечно, я там не была, но я работала на опорном пункте, пришли наша гуманитарка. Благодаря нашему фонду Донбассу и республике пришло очень много посылок перед Новым годом военнослужащим от всех волонтерских движений. Пришло, помимо индивидуальных посылок, все, получается, все районы, все волонтерские движения отправили, помимо гуманитарки, отправили мясо, рыбу, выпечку. Мы тоже принимали в этом участие. То есть приходили, много было фур, и тоже были какие-то чуть-чуть, не то что задержки, в основном был приоритет фонда Донбасса привезти холод. То есть Куркутов, все опорные пункты там во главе Саранцева Олега Юрьевича, все круглосуточно, все 24 часа находились на опорном пункте в городе Новоазовске и принимали машины именно холод. И это нужно еще все это вовремя развести. Конечно, у нас на опорном пункте есть камера хранения холода, но помимо этого ребята с 3 часов ночи, опорники, развозили по позициям, то есть по направлениям. Очень много было посылок с Мирного района, очень много Зов Севера, очень их постоянные посылки, да, Алдан, Максагалок были очень много, Вилюйских было, Амги, Намцы, Хангаласкиурс, то есть все принимают в этом участие, и перед Новым годом, помимо гуманитарки, конечно, были и вкусняшки, и родители тоже отправляли и так далее. Помимо сетей, да, мы отправили в эвакуационные группы тележки эвакуационные, моноколеса, оптику, обогреватели, термобелье, обмундирование. Понимаете, сама поддержка, поднять боевой дух, понять, что за ними тыл, за ним семья, за ним волонтерское движение, это, конечно, очень много. Наши опорники вообще молодцы. Когда пришли перед Новым годом, было много техники, да, столько главы администрации приезжали. Ребята уезжали в 4-5 утра. То есть они вечером у них планерка, они работают там, опорники, 24/7. Вечером, когда они уже приехали после всех разъездов, у них новая планерка, они составляют график, куда они на следующий день едут, загружают машины и в разные направления. То есть у нас там в 4-5 утра они уже все разъехались. И они приезжают там в 6-7 вечера. То есть пока они не развезут, пока они не встретятся, пока не передадут, они не приезжают. Я 2 раза была в Белгороде, в Курске, да, у нас там филиал, мы там все отработали логистику. В нашем в белгородском филиале мы открыли опорный пункт. То есть наш опорный пункт поставил там полки, поставили ларь.
Да? То есть, если даже приходят какие-то посылки с холод, с рыбой, с мясом, то есть они там могут все оставить. Адрес знают только наши опорники и только военнослужащие. То есть ребята, которые в Белгородской области, которые вот в Сумской области, да, вот, которые там воюют. В Курске тоже есть другие волонтеры, которым мы оставляем тоже посылки. И ребята, которым мы не можем отдать, они могут самостоятельно приехать и забрать свои посылки. Также у нас там работает швейный цех, который работает, вот в Белгороде я была, я попала там под артобстрел, да, то есть в городе постоянно бесконечная вот сирена работает, да, ночью, вот где я жила именно в том районе, где вот ТЭЦ, и они без конца, допустим, там идет артобстрел, то есть они до такой степени привыкли, вот тут у них обыденность, понимаете, вот что вот без конца. Потом, когда вот мы только уехали, там был страшный артобстрел, жители Белгорода остались без воды, без отопления. То есть наш вот швейный цех и девочки, которые плетут сети, они работают там даже в таких условиях. То есть им военные привезли генератор, и они работают за счет генераторов, так и продолжают шить и так далее. Хотя это далеко не безопасно. И вообще в Белгород, знаете, такой шок был, вот, когда дети не гуляют, да, вот там стараются люди как бы не ходить. Хотя, конечно, город живет своей жизнью, но, тем не менее, вот на всех остановках стоят вот эти бомбоубежища, вот такие коробки, хотя бы когда начинается, что мыло было спрятать. А в чем наше преимущество нашего вот филиала в Белгороде, что мы находимся в цокольном помещении. Вот у нас швейный цех находится на 5-м этаже, там, конечно, страшно, да, ну, как бы все-таки большой риск. А вот где вот у нас пункт выдачи, у нас, где посылки наши хранятся, они в цокольном, там, конечно, более безопасно. Также в Курск мы ездили, все ребята получили, вот кто вышел на связь, все получили перед Новым годом посылки. Знаете, я хочу сказать, что вот благодаря нашей республике, главе и нашим опорникам, кто занимается вот этим делом, только вот такая налаженная работа, это только в Якутии. И даже нам с других регионов обращаются, да, волонтеры, потому что они работают как партизаны. То есть они вот гуманитарку, если военные не забрали самостоятельно, да, то они как-то там вот как партизаны доставляют вот эту гуманитарку. У нас все-таки налажено, у нас это все централизовано. Республика взяла на себя ответственность. Ведь это очень дорого. Допустим, фура очень дорогая, в которую входит 3 транспортных средства и плюс все волонтеры туда как бы вот. Еще не забывайте, что дорога, климатические условия нашей России, да, вот у нас получилось, что у нас на месяц задержались фура, не то что сломалась, Сибирь, такой снег, что вот, допустим, в Таганроге, в Ростове никогда 50 лет такого не было. Последний раз такие были морозы и снег, это в 70-х годах. В 14 января я вот как раз уехала там в Белгород, да, выпал снег по колено, никто вообще не ожидал, снега вообще не было, я отправляла видео, были поля, зеленые поля, вообще ничего не предвещало. Сейчас там вот все это растаяло, понимаете, там может так вот снег выпасть, а потом дождь, и вот это вот все вот слякоть, даже другие волонтерские движения обращаются к нам в постпредство, обращаются к нашему на опорный пункт, чтобы доставить посылки. И как бы республика не отказывает, потому что, ну, как бы чужих своих не бывает, да, как бы все равно мы всем помогаем. Я была в госпитале, это переначальный госпиталь, когда свозят всех ребят, когда оценивается степень ранения, да, потому что оказывается первоначальная медицинская помощь, а потом уже по степени ранения ребят уже развозят по госпиталям. Так вот, значит, я приехала, думала, там прям госпиталь, да, а вот в 23-24 году разбили, и получается весь этот госпиталь находится в цоколе, внизу, там, подземелье. То есть там даже как бы нет такового отопления, но там оказывают помощь и так далее. Мы узнали потребность, что нужно туда, да, как бы кинули клич, да, там, допустим, этим делом занимается Марина Константиновна Бахилина, значит, она развозит туда по госпиталям, значит, мы кинули клич, откликнулся в первую очередь Мирнинский, да, вот Лариса, мы сказали, что туда нужно отправлять, это обязательно, медицина у них есть, но им обязательно нужно постельное белье, теплые
теплые вещи. Но теплые вещи нужны свободно. То есть, если человек ранен, если ему там, у него сломано, конечно, ему нельзя там термобелье, которое обтягивающее. Конечно, нужны свободные там футболки. Там, даже если боец 46 размера, то ему там надо как минимум 54-го, там, 52-го размера, чтобы это все было свободно, чтобы медицина могла, как говорится, там, ему сделать и перевязки и так далее. Какие там потребности? Влажные салфетки. Влажные салфетки не просто маленькие салфетки, нужны именно большие. То есть это мы все обговариваем с волонтерскими движениями, и они уже вот эти потребности отправляют. Там пишут конкретно на кого. В Докучаевске была в больнице, где наши якутские врачи работают, и офтальмологи, и просто, и хирурги. Конечно, они оказывают медицинскую помощь местному населению. Также вот наш глава сделал подарок девочке, вот когда на елке желания, это было все при мне, что девочка получила музыкальное пианино. Работники, значит, опорного пункта, они все, вот кто знает наши военнослужащие, они знают номера телефонов, потому что каждый представляет свой район. Там есть Андрей, который представляет Среднеколымский район, это, да, район. То есть каждый военнослужащий может обратиться за помощью. Каждые районы приезжают, они помогают своим землякам. Я член женского движения во главе Анжелики Егоровны Андреевой. И вот, значит, она, получается, в наш клуб женский собрал все детские сады, школы, сделали выпечку. И, значит, эту всю выпечку я раздала в штурмовые группы. То есть ребята были очень рады сладким пирогам, булочкам, пирожкам. Также другие волонтерские движения карасей пожарили. Благодарность выразить Нюргун Павлов, да, он такие сделал, большой контейнер, он так вкусно пожарил вот эти караси. То есть я передала в 14-ю бригаду. Ну, во-первых, чтобы я когда вот поехала, я хотела посмотреть, как работают, да. Во-первых, мы обменялись опытом даже среди наших волонтерских движений. Это Мирный, Раиса Зов Севера, да. Я посмотрела, как они работают. Они подсказали, как обменялись опытом. Также еще с другими волонтерскими движениями, с другими городами. То есть нет такого, что только одна республика наша помогает, вся страна помогает, все помогают. Вот, допустим, фонд Донбасс, да, это же тоже как бы сбор денег, средств каждого жителя, там, ну, организация. То есть каждый человек принимает в этом участие, в сборе, в помощи для ребят военнослужащих. Это, понимаете, в госпиталь, да, там же вот когда человек попадает, он без документов. Вот у нас есть в госпитале в Ростове представители республики, которые делают документы, которые, допустим, оформляют какие-то первичные документы на выплату. То есть это большой труд, большой команды. И как бы работая в команде в такой, да, когда у нас республика принимает вот такое решение, берет на себя большую обязанность, индивидуальные посылки, гуманитарную помощь. То есть, ну, как бы это же вот нужно объединяться и как бы рассказывать. И я посмотрела, какие там наши минусы. Вот. У нас тоже там есть минусы по оформлению посылок. Вот, так что, конечно, это очень хорошо, что, допустим, съездила, посмотрела. Вот когда мы встречались с бойцами, да, они там сказали, что им надо. Вот, допустим, майонезы ни в коем случае нельзя отправлять, потому что мы сейчас отправили в минус 50 майонезы. Они все пришли, они превратились в воду. Мы это все выкидывали, к сожалению. Чаев очень много, да, тоже чересчур. То есть надо вот сделать конкретно, вот они мне дали список, что им надо. Вот. И по поводу, когда ребята идут, допустим, на боевое задание, у них вес ограничен. То есть на каждого бойца они, значит, там полностью распределяют, да, что-нибудь. И очень востребовано сухие пайки. Сухие, допустим, вот Раиса Зов Севера, вот приезжали девочки, там приезжали делегации, приезжали также с Мирного, они делали из куриного фарша, потому что говядина очень дорогая, вот, они делали из куриного фарша кабаносики, сушили мясо, потому что когда идешь на боевое задание, вот нужно что-то, какую-то, ну, калории, конечно, мясо обязательно нужно. Также вот сейчас мы будем борщевые заправки делать, договорились со школами, потому что у них там более профессиональное оборудование, мы в частных вот этих сушилках не можем. Также вот когда было холодно, мне, допустим, Житайские, Анастасия Григорьевна Лобода, она мне принесла там 5 килограмм лимонов. Мы их накрошили, засыпали сахаром. Да? То есть вот в зимний период им лимону ничего не будет. То есть прям по баночкам и ребятам все это раздавали. Также можно сушеные лимоны, апельсины, вот что такое цитрусовое, они под язык рассасывают. И также нужно очень по медикаментам, ребята мучаются изжогой.
вода, там питание такое не очень хорошее. Это просто, вы знаете, вот если вот как бы уделите тоже на это внимание, обязательно, конечно, вот такие, мало того, что нужно, и желательно не парацетамол, не аспирин, хотя бы ибупрофен, да, вот эти жаропонижающие порошки желательно, там, фервекс, там, и так далее, еще вот эти. И также, допустим, вот мы еще тогда, когда я отправляла гуманитарку, мы купили на оптовке термобелье. Это не сошьется. Вот так мы сами самостоятельно в швейных цехах не сошьем термобелье. Там все-таки немножко другая мембрана и так далее. И также мы купили теплые стельки, горячие стельки, которые одноразовые, но они держат тепло 6-8 часов. Это тоже потому, что от обуви очень много зависит. И еще хотела сказать, я была на полигоне, не буду говорить какой, где расположено. Значит, на полигоне ребята, значит, приходят, проходят там первую боевую, там, как говорится, крещение, они, значит, там идет обучение. В каждом полигоне есть вероисповедание, есть и православная церковь, есть и мусульманская церковь, есть и буддисты, то есть там как бы могут, там же есть столовая, есть медицина. То есть и вот когда ребята выходят с БЗ, их могут сразу на полигоны. Там они, значит, тоже проходят. Они приходят ослабленные. То есть я поняла, куда, вот, допустим, некоторые, допустим, как там, есть подразделения, говорят, ой, нам не надо ничего к чаю, у нас этого сладкого очень много. А как выяснилось, что на полигоны как раз нужно, вот мы сейчас продукты питания отправляем конкретно на полигон, потому что ребята приезжают, и там, конечно, нужно на полигон отправлять обмундирование, носки, теплые вещи, потому что ребята приезжают, вот выехать с полигона никуда не могут. И, соответственно, конечно, когда выходишь с боевого задания, это обмундирование уже приходит не в годность. Насчет витаминов. Конечно, нужно витамины С. Я вот встретила вот своего там бойца, и я еще помню, он приезжал летом буквально, у него все были зубы. Я спросила у него, ты, наверное, там на штурм ходил, почему зубов-то нет? А он говорит, типа, они выпадают, то есть начинается нехватка витаминов, витамина С, просто они выпадают, эти зубы. И мы вот приняли и обговорили с ребятами, и там с нашими опорниками, что вот на следующий год мы будем, помимо того, что мы будем траву, да, вот эти обереги делать, обязательно лук полевой, да, и обязательно квашеная капуста, в которой очень много содержания витамина С. И вот когда вот мы там встречались на полигоне, да, мы были с Арчиной, они прям просят ее, вот мы нам завтра в бой, приведите, пожалуйста, помогите, проведите обряд. И вот Арчина приехала, я вместе с ней. И вот знаете, что я хочу сказать? Вот когда за мужчиной, да, за нашим бойцом стоит супруга, мать, родственники, семья, друзья, вот коллеги по работе, да, республика, он стоит прямо, он стоит уверенно. Но были там, допустим, с других регионов, и были наши земляки, которые как-то вот, ну что-то там как-то с семьей не то, да, они состоят, знаете, они вот такие вот, как будто вот, как вот скрют, как будто вот, понимаете, неуверенные в семье. Все-таки тыл, это вот очень много значит. Они должны уверены, что за ними стоит страна. И они уверены в своей семье, в своем тылу, в нас, волонтерах. И они, конечно, радуются всему там. Волонтерская помощь, я хочу сказать, нужно конкретно по существу. Вот не там, что вот вы привезли свечи окопные, да, и все, вот, да, кому-то нужны. Но сейчас уже идет мир технологий, там у них и обогреватели есть, и как бы есть керосиновые обогреватели, которые и обогреют, и которым можно еду съесть. То есть это уже свечи окопные уже тоже как бы, ну, не актуально чуть-чуть. Нужно все вовремя по сезону тоже отправлять. Сейчас в объединении 67 филиалов на базе различных организаций города Якутска, в улусах республики, а также в городах Белгород и Новосибирск, которые объединяют более 1500 волонтеров по всей России. Все налажено, волонтеры работали. У нас ни разу не было такого, что что-то... Девчонки приходили и собирали посылки, подписывали, отправляли на опорный пункт. Все филиалы работают. Я вчера была в Житае, посмотрела, как ребята там, как все наши, там все работает. Швейный цех работает, только надо, как говорится, поставлять материал. Ну, девочки наши все работают, как плели сети, так и плетут. Потребность большая. Некоторые говорят, ой, да что эти сети? Ну вот вы приедете на опорный пункт, да, и вы посмотрите, как всем нужны эти сети. Любой приезжает военнослужащий, особенно когда техника, помимо вот этой гуманитарки, там медицины, все остальное, там продукты питания. Кстати, Хатуаз каждый месяц отправляет по 900 до тонны колбасы.
наши ребята наши любят краковскую колбасу, то есть это все им доставляется, там есть определенные холодильники. Но потребность в сетях очень большая, так что кто говорит, там, ой, что мы какой-то ерундой занимаются, сети плетут, это разве это? Ну, пожалуйста, помимо дронов и всего остального, конечно, оптика нужна и техника нужна, но сети тоже это необходимая часть. У нас 27 числа, 27 февраля будет очередной благотворительный концерт. Вот, приглашаем всех принять участие. Билет у нас стоит 2000. Вы говорите, вот так дорого. Не то, что дорого, просто нам нужны средства, нам нужно помогать. У нас в данный момент 67 филиалов. Вот буквально неделю назад я привезла 700 килограмм спанбонда. Все, его практически толком не осталось. Это вот малая часть. Филиалов много, плетут много. Вот. Благодаря фонду «Донбасс» и авиакомпании «Якутия» нас не оставляет ни одна авиакомпания, не помогает, так как Якутия. Нам привозят груз. Груз мы привозим тот, который мы не можем его наземным транспортом привезти, к сожалению. И так мы как бы стараемся, там и транспортные нам логисты помогают. Но авиакомпания «Якутия» нам помогает, возят нам груз из Москвы и из Питера. С Москвы нам проще привезти, но с Питера груз это просто невозможно наземным транспортом привезти. И, конечно, фонд «Донбасс» тоже взял на себя такую ответственность, да. Конечно, мы очень рады. Благодарим нашу республику, фонд «Донбасс», Куркутова, что они нас как бы не оставляют. Еще хотела сказать, знаете, у нас была такая ситуация, когда приезжаешь в Белгород, да, и в Курск, и там нет связи, там блокируются. И мы не можем по навигатору куда-то, мы же не знаем город. И у меня началась такая паника, да, все, мы тут заблудимся, мы никуда посылки не передадим. И вот я поняла вот такую, как бы, что вот за нами стоят мужики, да. Во-первых, военные сказали, не переживайте, мы вас сопроводим, мы вас встретим, да. А во-вторых, наши опорники там вышли, и вот я ездила с Ефремовым, сказала, Свет, ну что ты переживаешь, я же есть, я как мужчина, я найду выход из положения, понимаете. И мы в итоге вызвали таксиста, да, там, и таксист приехал, а они тогда город знают, они нам показали, там, вывели куда-то, понимаешь. А так бесполезно, вот, нас может кружить этот навигатор, да, вот вообще в другую сторону нас увести. Но тем не менее, там уже, которые постоянно ездят опорники, они, конечно, уже знают. Конечно, когда стоит за тобой, вот тебе опорники помогут, там Олег Юрьевич там тебя сопроводит, он же меня тоже там, я не могла, там, я не имею права приехать на опорный пункт просто так. То есть это все заранее согласовывалось. Приезжают, допустим, с гуманитарной помощью, их тоже там в беде не оставляют, они же тоже там первый раз опорники, их там сопровождают, развозят их посылки и так далее. Особенность нашего концерта, что мы сами, волонтеры, принимаем в этом участие. То есть настолько больше. Вот у нас волонтерское движение добровольцев, у нас более 1000 волонтеров. У нас 67 филиалов. В каждом как минимум 15-20 человек. Понимаете, какой объем. У нас очень крупные предприятия. У нас Социальный фонд России, 7 филиалов, они работают. У нас недавно присоединился Нацбанк. Мы им помогли, они сами все закупили, они сами там, вот, допустим, все эти ткани, они им показали, как плести. Наши ходят девочки, там их курируют. Чем сейчас стало вот проще и когда нам, волонтерам, легче? Потому что каждый район, когда начиналось в 2022-2023 году, вот мы не знали, нам со всех регионов, вот, допустим, и из регионов тоже, из наших улусов. А сейчас каждый улус, каждый район помогает своим землякам. Это очень облегчило. И также шьют, и собирают, и гуманитарку, и рыбу, мясо, все остальное. Значит, каждый, допустим, вот филиал, да, работает, допустим, этот район, допустим, Чурапчинский сейчас вот район, да, они сейчас едут на гуманитарку. Все сети мы собираем, отправляем этому району, кто с нами. Усть-Салданский район, да, они тоже помогли закупить, потом там тоже наши филиалы есть, Бдыгдали. Тоже они, когда едут администрации, мы тоже все отправляем. Житайцы наши, администрация поехала, мы тоже все гуманитарку собрали, и Евгения Николаевна тоже все передала, и как бы сети, и все остальное. То есть нужно помогать. Вот организации начали плести, собирать, и они своим коллегам, своим землякам отправляют. Это большая помощь, это уже нам облегчили труд. Единственное, что вот они приходят, они говорят, что отправиться? Вы лучше 300 раз позвоните, спросите, что надо, что самое ужасное, да, когда приходит гуманитарка, и она как бы, не по сезону или что-то не к месту. Нужно обговаривать конкретно, какие лекарства, какие продукты можно, какие, допустим, там, помимо какого мундирования, какие носки. Конечно, требуется
Теплые носки обязательно, особенно кто-то их вяжет, да, вязальщица. Ведь у нас же тайские наши женщины связали, мы посчитали, больше 4000 носков за 3 года. Они просто уже на автомате, понимаете, у нас каждый, вот в один только филиал приносит 35 носков в неделю, у нас там 4 филиала, 100. И представляете, это в совокупности в месяц, и за 3 года это очень много. А Социальный фонд России, они купили специальный станок для вязки носков, сами покупают пряжу и делают, то есть, ну, как бы... Это же тоже расходный материал. Знаете, там такая потребность, мы вообще хотим купить контейнер 20-тонный, да, он стоит 135 тысяч. Вот. Для чего этот контейнер? Потому что там очень большая влажность. Конечно, сетям, вот сеткам нашим ничего не будет. Они могут и под открытым небом лежать, хоть сколько, им ничего не будет. Но так как мы привозим дорогостоящую гуманитарку, это, конечно, нужно, ну, как-то вот облагородить, да, чтобы оно было в сухом месте. Контейнер, конечно, очень выручает. И еще такая вещь. Ребята уезжают в отпуска, и у них есть какая-то, допустим, дорогостоящее, ну, там, оборудование там свое, там, ну, какие-то свои там, ну, там, вещи сезонные, да. Если, допустим, оставишь там воинская часть или там подразделение, можно переместиться, и они приезжают, и у них уже ничего нет. То есть мы хотим сделать так, чтобы они привезли на опорный пункт свой там вещь-мешок, оставить, спокойно уехать в отпуск, потом также вернуться, его забрать. И мы, конечно, будем тоже собирать деньги на контейнер. И каждое волонтерское движение, каждые районы, они там постараются помочь опорникам, свой, допустим, работают, у них свое там транспортное средство, поставят свои контейнера. То есть каждое волонтерское движение, каждая, допустим, какая-то политическая партия. Я даже не ожидала от тех людей, я думала, что они вообще не принимают в этом участие. Да, я была крайне удивлена, что они-то очень и помогают, причем они там себя не афишируют. То есть там вот идет... В опорном пункте бесконечная работа, всегда все опорники принимают в этом участие. То есть никто там брошенных нет, понимаете, чтобы вот всякие бывают ситуации, то есть они могут обратиться, и наша республика, наш опорный пункт, Куркутов, этот единый координационный центр во главе Куркутова, опорный пункт, там Саранцев Олег Юрьевич, глава, ну, все принимают в этом участие, все помогают. Так что принимайте участие, приходите на наш концерт, будем очень вас ждать, принимайте в сборе денежных средств, каждая копеечка, все денежные средства уходят на благо нашим бойцам, землякам, помогайте. Если, да, без тыла вообще, как бы, тыл должен быть, они должны знать, что за ними стоит тыл. Благотворительный концерт «Своих не бросаем» пройдет 27 февраля в 18:30 ДК Кулаковского, город Якутск. Я хочу пожелать нашим бойцам, как можно быстрее все закончилось. Мы вас ждем, не сомневайтесь, мы всегда вам помогаем. Каждая сплетенная сеть, она предназначена для вас, для сохранения вашей жизни. Самое ценное – это чтобы вы остались живых, и мы вас ждем. Все для фронта – девиз волонтеров. Для солдата не сети плетут. От жестоких, пугающих дронов чью-то жизнь эти сети спасут. А пока объявляются сборы для защитников нашей страны, снова просят помочь волонтеры, потому что бойцам мы нужны.